Собака отстала. Ну еще, сейчас схожу, заберу фотоловушку. Лан-тулан. Яд. Бежит. Шли. Ждать приходится тебе. Так. Сходим за фотоловушкой. Лох. Без тебя страшно. Ох, как боюсь. Да, травы тут намного больше стало. Фигеть, конечно, ходить. Пояс трава. Следы смотрю. Какой-то след есть на такого тропы, чтоб были. Видно, кто-то ходил. Ладно, фотоловушка покажет, кто-то там был или нет. Поле такое, трава, запах одурманивающий. Ну вот, в принципе, дошел. Так, не помню уже, где это все было. Так, подожди. Что-то не туда пошел, что ли, я? Так, немножко не туда пошел я, видать. А вот он, ребят. Я вон туда пошел, а фотоловушка здесь стоит. Вот. Здесь падаль был. Вот тут лежал, его нету. А здесь вот, где вот вырыто все было. Там, короче, ребят, трава вышла. Вот смотрите как. Вот тут она. Ничего не узнать. Вот смотрите. Какая огромная траншея. Все медведь. Лося здесь закопал. Потом, наверное, все выкопал, конечно. Он съел тоже, но факт, что вот тут все было, я вам показывал. Ну все, сейчас снимем фотоловушку. Свежих следов ничего нету. Ну то туда все утащили. Так что есть шанс посмотреть, кто был тут. Лисы или какой-то более крупный зверь. Надеюсь, все заснял фотоловушка. Вот она. Вот. Быстро я поставил и тогда ушел. Страх, я не понимал, что я делал. Вот фотоловушка. Немножко видео есть и медведь есть. Но так вот на скидку я посмотрел. Это не тот медведь. Да вроде две штуки их. Я сразу же, конечно, файлы вам скину, сейчас посмотрите. И это не тот медведь, который убил лося. Потому что такого крупного лося, ну это, кто вот сейчас приходил, кто попал в фотоловушку, это маленький медведь. Но все равно, они есть тут, они ходят, они рядом, они всегда есть, были и будут. Вот. Так что некоторые зря, конечно, смеются, что боюсь там еще что там. Как бы там ни было, ребят, через страх я вам снимаю и показываю свою настоящую эмоцию, и показываю, а не так показуху, что вот бесстрашным показать себя. Такого нету. Каждый человек боится за свою жизнь, потерять свою жизнь. Ну, если
есть такие, которые не ценят этого на зря. Вот. И всегда надо помнить то, что медведь это маленький или большой, он зверь. Видели бы по-настоящему воочию, что они творят. Дерны так дергают, они закапывают. Бывает, лося закапывают и, как сказать, если лопатой, за неделю это вам придется сделать такую траншею. А они одним махом. Это огромная большая сила у медведя, у зверя. Вот. Ну, дальше уже держать здесь фотоловушки не стоит. Поставлю в следующий раз в другом месте. И сейчас отвезу домой. Мне надо эту флешку не взял с собой запасного. Скину на компьютер, потом уже куда-нибудь снова поставим. Вот. Так что, а сейчас вам я это покажу. Все файлы, что я записал там. Я думал, лисы подойдут, но нет, медведь там был. Вот такие дела. Чайник на мангале. О, как разгорелась сухая елка. Лан отдыхает. Сейчас разберу триммер и увезу домой. Ну, прикину, там собака влезет или нет, там стоит, не стоит там загружаться. Я хотел уже приеду, думаю, и соберусь и уеду. Ну, блин, это будет неправильно. Неправильный поход будет, если я не заварю бич-пакет, лапшу и не съем его. А если честно, дорога, обратный путь, не знаешь, как получится. Так что надо сытым всегда возвращаться домой или же из дома. Позавтракал и потом уже уехал. Потому что на голодный желудок на большую дорогу лучше не выходить. Вот. На скорую руку спасает лапша. Вот. В каждом фильме у меня бич-пакет как бы завариваю, и на этот раз тоже.
Вот. Сейчас быстро закипит чайник, заварим, покушаем и потом уже поеду. Лодка спустилась, когда мы ехали к фотоловушке. И сейчас еще там звук мотора слышал наверху. Ну, в общем, люди собирают ягоды. В основном, конечно же. Ветер дует. Хорошо, комаров нету. Я не знаю, как редко такая погода. Вот именно для заготовки сена самое то. Сейчас косил, высох, вечером уже убираешь. Вот. Поэтому я и хочу увезти вот эту косилку, чтобы во дворе там скосить, сено высушить и сразу убрать под навес. Тулану, там, подстилка потом будет. Река уже все до минимума, как бы высыхает. Ладно, пока отдыхаем возле избы, хорошо. Здорово. Трицикл в тени стоит. Сейчас разберу триммер. Займусь этим пока. И морожку надо переложить в туис. Потом пообедаю и поеду. Должно быть полчайника там воды. Хожу, фотографирую цветы. И вот если так посмотреть, ребят, это все цветы лекарственные. Мы просто не знаем, как ими лечиться. Покупаем в аптеке всяко разное. Вот то же самое, самая ходовая, это ромашка. От многих болезней он помогает. Просто можно пить как заварка, как чай для профилактики. Все есть. Все. От любых болезней. Уже, знаете, вот это уже отцвела. Он уже все. Он превратилась там семена вот. Если накрошить, он там уже семена. Вот они. Кто-то цветет. И даже ромашка уже тоже основное отцвела все. Уже высыхает. Кто-то позднее цветение у некоторых. Вот это желтое растение, она прям в самом соку. Ромашка уже все. Ну тут мало травы. Здесь только ромашка. А основная, вон там, если зайти вон туда, в низину, там, конечно, травы будет здорово. Это какой-то вот цвет тоже интересный. Там. Муравейника кругом вот это. Землю поднимает капитально. Вот это тоже он как звенит. Зильгантур называем. Вот идешь и он, слышите, вот это шуршит, звенит. Да. Охрана моя. Тоже жарко ему сегодня. Уже закипает, ребят, пока болтаю. Ничего еще не делал. Надо разобрать триммер. Хожу, наслаждаюсь всем этим. Основное меня радует сегодняшняя погода. Это просто офигеть как. Где-то до 10 метров в секунду ветер. Нету комаров, тепло. Все здорово. Редкостная такая погода. Угу. Фотографии потом посмотрите в группе и в телеграме, бывает тоже выкладываю. В группе ВКонтакте в основном. На Природе.com или же Будни Олега там выложу. 2 часа 30 минут. 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 2 часа 30 минут.
Короче, вот так загрузился. Здесь еще рюкзак будет. Тулану места вполне достаточно. Много. Вот, здесь он будет стоять. Половина триммера здесь, а вторая половина вот тут. Вот. Переложил морожку, так называемый туис из бересты, по старинке сделанной. Он как холодильник, рыба хранится в нем, и ягоды, и вообще хоть хлеб не плесень сразу не образовывается. Но он действительно как холодильник. Хорошая штука. Вот, где-то 5 литров, наверное, тут. Тулану жарко, туда-сюда ходит. Устали лапы. Вот что значит долго не ходить в лес. Костер потухает. Сейчас буду обедать. Гаснет. Да, сейчас зайдем в избу. Быстренько съем лапшу, чай попью и поеду. Вот такой быстрый поход сегодня. Мусор вот здесь. Все это я потом буду сжигать. Такой суп. Он удобный. В контейнере так. Еще, наверное, не заварилась. Вот она. Такая порция огромная. Потом приезжаю домой. Жена, как всегда, уже приготовила там поесть. Че, говорит, не ешь? А я говорю, сытый. Вот это я нажрусь сейчас. И тоже как бы не хочется. Потом пару часов. Ну, примерно так. В общем, ем, чай пью и поедем. Все, ребят. Закрываем избушку. Загрузился. Вот смотрите, какая вместительность тут. Тулану ничего не мешает. Но, не знаю, посмотрим. Пока так стоит. Здесь тоже вот так со стороны смотрится. Короче, погнали. Спасибо, изба, за тепло. Дрова. Здесь всю воду вылил в мангал, потушил. Потому что сено сейчас высохло вот здесь. И, ну, я скажу вам, лучше потушить. Полено вот здесь убрал. В следующий раз приедем. И уже будем также использовать. Береста. Много тут бересты еще. Запас есть. На какое-то время. Планы строить заранее не буду. Ребят, не могу сказать насчет дальнейших походов, как получится. Вот этот поход сегодняшний, это спонтанный поход. Еще раз говорю, я немножко сейчас занят и занимаюсь ремонтом дома. Поэтому каждый раз выходить в тайгу не получится. И сегодня праздник. И Павла и Петра какая-то вот. Но вот этот день мы стараемся дома черную работу не делать. Поэтому дай, думаю, сгоняю до избушки, фотоловушку возьму, морожку посмотрю, там пособираю. И все это у меня сегодня получилось. Так что, как всегда, поход с пользой. Вот, полдня, наверное, я только здесь пробыл и обратно поеду. Лучше дома отдохну, включу телевизор и буду смотреть. Вот. Надо немножко расслабиться и завтра с утра снова уже заниматься ремонтом крыши. Вот так. А в дальнейшем, как поход будет. Самое главное, вы, ребят, подписывайтесь, смотрите за обновлением. И не спешите отписываться. Много интересного еще впереди. Вот, как бы там ни было. Так, ладно, погнали. Давайте. Поедем.
Приехали в самый плохой участок на этой дороге. Ну, там дальше уже хорошая дорога. И снимать уже больше не буду сегодня. Спасибо вам за просмотр. Другой раз, думаю, будет еще хуже дороги. Там побуксуем. Но здесь проскочил. Небольшую нагрузку почувствовал, но он просто, не знаю, я бы на УАЗике, может, и застрянул. Потому что колеи не очень хорошие. Вот. Сейчас на Нивах, на УАЗиках по летней дороге ездят. Тут только на тракторах. Вот. И на вездеходе, трицикля. Ладно, давайте. До новых видео, до новых походов. Спасибо вам за ваш просмотр. Пока. Лами, скажи пока. Скажи пока.